Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами снова программа News on Air и я, Мария Кардашевская. Давайте начнем. 28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. От души поздравляю тех, кто носит это гордое звание. И выпуск начинаю, конечно же, с этих самых любимых и теплых членов семей, с бабушек. Продвинутая бабушка-тиктокер Людмила Стручкова станцевала со своими внучками. А в Хангаласском районе бабушка Вера Алексеева тоже не сидит дома без дела. Она занимается на уличных тренажерах. Привет, доброе утро. Якутский мастер соорудил игру под названием «Хомур-кюрях». Воспитанники детского сада с удовольствием в нее играют и даже устроили соревнования. Очередные якутские умельцы придумали лайфхак. Эта установка позволяет же ребятам без труда доставать себе корм. Мастер на видео рассказывает о том, что это заметно облегчает работу. 40 на 20, 1,5, он была 6 метр, это 5 метр бар бахалага вот. Он маны биш токуны буңараган. Он бу стойкалар дөрөттөләгән нуны баллар әсәккәлә. Вот так и спокойно говорим, маме. Ураган бу. Ламбра. Это он ламбра. Аны бахалар тейдер. Бу бахалары хатар гыҗа. Улакан да халгы верне сапны. Боллар атыга блек бу. Халлавадан яна та халлавадан я. Ya, ono tugagar kala kera, ono langan terkata, angeskon naman nangolong ya. Macam mana, oh tidur ko bahalar ka, kaya cuakan bahalar ka lemah tu coba tu cile. Buat nila ha, bicara ni, jangan tuha kerja tuha ni, cuci bahaya. А в каком-то районе мужчины приручили лебедя. Шучу. Нет, не приручили, но выглядит это практически так. Смотрите сами. А сейчас я хочу показать вам рисунки талантливого художника Василия Корякина. Особенно впечатляют ярко и красочно изображенные герои народного эпоса «Сахал». Вот мы видим сильного волевого Нюргун-Буатура. А вот удаганки, изображенные в виде красивых свободолюбивых девушек. И смертельную битву среднего и нижнего мира. А вот и старик Баянай, стоящий на страже своих лесных обитателей. И зловещий Уоту-Гутака. И, конечно же, прекрасная невеста Туяра Мако. А художник Василий Сивцев представил трехмерный портрет Платона Аюнского. А в селе Ытыккёль есть улица, жители которой своими силами поддерживают порядок. Улица братьев Алексеевых с каждым годом становится все краше. Несколько лет назад здесь поменяли уличное освещение, а в этом году уложили асфальт и новую тротуарную плитку. Жильцы домов на этой улице по собственной инициативе расчищают снег, чтобы по тротуару было удобно ходить. Прохожие им за это благодарны.
Этот тротуар всегда чистый, мы всегда здесь ходим. Поэтому мы очень благодарны жителям этой улицы за то, что нам, нашим детям и родным намного стало легче ходить здесь. Да, он всегда чистый. По улице-то ходить опасно. Поэтому передаю свою благодарность жителям улицы за то, что они думают не только о себе, но и о нас, прохожих. Василий Петров каждый раз, как выпадает снег, с 6 утра начинает расчищать его. А когда снега выпадает много, он делает это дважды в день. С той стороны и с этой стороны. А с этой стороны они сами убирают. Каждый день с 6 утра убираюсь. И мне польза от физической нагрузки, и другим хорошо. Мне нравится. А еще там объявили акцию. На улице стоит лопата, и каждый желающий может просто, проходя мимо, расчистить снег. Тем самым не просто помочь жителям улицы, но и сделать доброе дело. Ну а мы продолжаем вас знакомить с природным парком Момский. Сегодня Ирина Григорьева расскажет о большой момской наледи, которая является самой крупной наледью в мире. Большая Момская наледь – это самая крупнейшая в мире наледь. В мире. Она простирается где-то от 25 до 35 километров в длину. Ну, это в разные годы разная длина у него. Это зависит все от осадков и от наличия воды, выступающей зимой. Большая Момская наледь находится в километре ниже устья Эйюмю. Эйюмю в переводе с эвенского языка означает «незамерзающая река». В разное время года эта наледь может достигать и протянуться до 30 километров, а быть высотой от 3 до 4 метров. Сейчас в Момском районе уже сентябрь, к сожалению, наледь уже растаяла. Самое впечатляющее все-таки был, наверное, одна из ночей на Момской наледи, когда это, наверное, вторая ночь была, когда мы там гуляли. Это был, наверное, самый красивый закат в моей жизни. Все небо вообще светилось и на востоке, и на западе, и вообще по всему какие-то отблески были. Долбука он избадиш, хынтел берин,
И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. Желаю вам отлично провести выходные и прощаюсь с вами до понедельника. До новых встреч!